Құрметті әріптестер, бүгін коллегия отырысын бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгін премьер-министрдің орынбасары, аппарат жетекшісі, аппарат басшысы Ғалымжан Тельманұлы Қойшыбаев қатысып жатыр. Біздің алқа мәжілісімізге. Және де бүгінгі бірінші сұрақ ол вопрос об итогах работы Министерства юстиции за 2022 год и приоритетных задачах на первое полугодие. Рұқсат етіңіз, Владимир. Құрметті Ғалымжан Тельманұлы, құрметті қатысушылар, министрліктің өткен жылдың жұмыс қорытындысы және 2023 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған міндеттері туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. В реализацию конституционных реформ Министерства юстиции разработаны были конституционные законы о Конституционном суде, об уполномоченном по правам человека, поправки по вопросам реализации послания президента и законы о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, которые были подписаны главой государства 5 ноября 2022 года. В рамках указанных законов внесены изменения в законодательные акты, регулирующие деятельность политических партий, Ассамблеи народа Казахстана, Высшего судебного совета, органов местного госуправления, порядок переформатирования счетного комитета Высшей аудиторскую палату, а также вопросы, связанные с конституционным принципом о принадлежности земли, ее недр, растительного и животного мира и других природных ресурсов народу Казахстана. С принятием вышеуказанных законов определены основные вопросы по функционированию Конституционного суда, закреплены конституционный статус, полномочия и гарантии независимости уполномоченного по правам человека, сокращены полномочия президента, регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе, предусмотрены механизмы принятия правительством временных актов, имеющих силу закона, а также упрощена процедура регистрации политических партий. В этой связи Минюсту необходимо будет вести дальнейшее правовое информационное сопровождение реализации данных законов, в том числе выборов нового формата и деятельности Конституционного суда. В рамках реализации указа президента по дебюрократизации деятельности госаппарата с 1 января текущего года госорганы перешли на обновленный формат нормотворческого процесса по правительственным законопроектам ввиду реинжиниринга нормотворческого процесса. Так, этапы законотворческого процесса сокращены с 51 до 22 дней, а сроки рассмотрения от 175 до 95 дней. Поэтому Минюсту, соответственно, предстоит работа по мониторингу за соблюдением госорганами новых правил разработки законопроектов, оценки эффективности принятых новелл, при необходимости мер для повышения качества законопроектов, вносимых в Мажилис парламента. В сфере оказания юридической помощи. Гарантированную государственную юридическую помощь получили более 170 тысяч граждан, что на 28% больше по сравнению с 2021 годом. В 2022 году расширили круг лиц, имеющих право на получение гарантированной государственной юридической помощи. В число субъектов ее оказывающих включены юридические консультанты. Урегулированы вопросы оплаты адвокатам за оказание гарантированной государственной юридической помощи в ночное время, в выходные и праздничные дни по процессуальным действиям в рамках уголовных и административных дел в полуторном размере. Прорабатывается вопрос округления времени по часовой ставке за первые 2 часа. Эти меры позволят увеличить количество оказывающих эту помощь адвокатов и юридических консультантов. Также внедрены элементы электронного нотариата, создана централизованная электронная система депозитария для хранения нотариально заверенных документов. В рамках работы проектной группы «Цифровой нотариат» запущен пилотный проект в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях по выдаче 3 видов доверенности в электронном формате. В текущем году планируется тиражирование проекта во всех регионах, в том числе с расширением видов нотариальных услуг. По госуслугам. В прошлом году исключены бумажные свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния на территории Республики Казахстан и обеспечено предоставление посредством портала электронного правительства свидетельств в электронном виде. Теперь свидетельства о регистрации актов гражданского состояния будут выдаваться только по желанию граждан. Приняты поправки, предусматривающие перевод в электронный формат регистрации некоммерческой организации, что исключает необходимость посещения ЦОНов для подачи документов на регистрацию. В рамках принимаемых мер по совершенству вопросов цифровизации Министерства юстиции разработан портфель проектов Digital Justice, цифровая юстиция, более подробно о котором доложит вице-министр Молдабеков. Также одним из основных направлений деятельности Министерства юстиции является охрана прав интеллектуальной собственности. 20 июня 2022 года приняты законодательные поправки в сфере интеллектуальной собственности.
Теперь организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе, обязаны направлять каждому автору отчет о собранных суммах вознаграждений и удержанных из них сумм на его личный кабинет на сайте организации. Тем самым авторы, находясь дома, могут получить информацию о собранном вознаграждении. Кроме того, введены понятия нового объекта интеллектуальной собственности, географического указания. Охрана географических указаний позволит обеспечить защиту продукции производителей, особые свойства и качества которых в значительной степени связаны с ее географическим происхождением. Также введена система краткосрочной охраны незарегистрированных промышленных образцов по исполнительному производству. Как известно, исполнительное производство остается одним из уязвимых участков работы органов юстиции, поскольку сопряжено с обязательствами граждан, в том числе финансовыми, и носит социальный характер. В связи с чем большинство поступающих обращений касаются вопросов исполнительного производства. В этой связи Министерство совместно с Республиканской палатой ЧСИ будут принимать всесторонние меры по совершенствованию этой деятельности и усилению соответствующего контроля. 11 января 2022 года в силу вступил Закон о внесении изменений и дополнений некоторых вопросов законодательных актов по вопросам госуправления, совершенствования залоговой политики банка второго уровня, регулирования оценочного и исполнительного производства. Указанный закон включает в себя поправки, разработанные Министерством по поручению главы государства и направлены на совершенствование залоговой политики банков, регулирование оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей. В рамках реализации закона было списано 307 бланковых остатков. Кроме того, в настоящее время Мажилис парламента рассматривает проект закона по вопросам исполнительного производства, в рамках которого предусматривается введение досудебного порядка обжалования действий, бездействий частного судебного исполнителя в региональную палату и предоставление им права исполнять документы в пользу государства свыше 1000 МРП. По организации экспертной деятельности одним из больших событий в сфере судебной экспертизы стало строительство и открытие в декабре прошлого года нового современного административного здания Института судебных экспертиз по городу Астана. Это мероприятие значимо ввиду того, что 90% помещений Центра судебных экспертиз построены в 40-х, 70-х годах и изношены на 80%. И это первое здание, которое построено за годы независимости. Здание построено с использованием передовых технологий и оборудовано в соответствии с современными стандартами. В первую очередь мы реализовали поручение главы государства о проработке на фоне возрастающего потребления синтетических наркотиков комплекса мер по борьбе с наркоманией. При институте организован специализированный отдел по вопросам наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Отдел оборудован в том числе газовым хроматографом с масс-спектрическим детектором, что позволит проводить исследования, связанные с оборотом синтетических наркотиков. Ранее это было крайне затруднительно. Улучшение условий в первую очередь будет способствовать качеству проведения судебных экспертиз, от которых зависит правовая оценка вещественных доказательств и, как следствие, вынесение законных процессуальных решений и судебных актов. По кадровым вопросам. Вкратце, штатная численность составляет 1557 единиц, фактическая численность 1299, центральный аппарат 434 единицы, фактическая численность 380. Численность женщин в центральном аппарате составляет 59,9%. В Академии госуправления при президенте Республики Казахстан обучаются 2 сотрудника, по президентской программе «Болашак» 7 сотрудников. Кроме того, в Министерстве работают 44 выпускника президентской программы «Болашак» и 27 выпускников Академии госслужбы при президенте. По бюджету на 2022 год бюджет освоен на 100%, составлял 45 миллиардов 156 миллионов тенге. Приоритетные задачи Министерства юстиции на 2023 год. Первое. В своем послании в сентябре прошлого года глава государства поставил перед Министерством юстиции важнейшие задачи по расширению сферы административной юстиции. Как вы знаете, с принятия административного процессуального кодекса у нас в стране больше года назад заработала административная юстиция. Появились административные суды. Как показывает практика, применение административного процедурно-процессуального кодекса, предусмотренные в нем правовые механизмы регулирования взаимоотношений гражданина с государством позволяют гражданину более эффективно защищать свои права. Если раньше, к примеру, из 100 спорных дел житель страны одерживал победу максимум в 15 случаях, то на сегодняшний день граждане побеждают в судебных процессах в более 50 случаев. В рамках выполнения поручения главы государства по развитию административной юстиции предстоит большая и ответственная работа. Это одна из важнейших для нас задач. Кроме того, на Министерство юстиции возложена задача по ревизии уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Это очень большой пласт работы, которым раньше, как правило, занимались правоохранительные органы. Но для того, чтобы избежать влияния правоохранительных органов на формирование двух важнейших отраслей права, работа над ними была передана гражданскому ведомству.
В этих целях у нас создан большой проектный офис. Мы пригласили видных ученых, представителей профессионального сообщества и, естественно, сотрудников правоохранительных органов. И сейчас эта работа идет полным ходом. Министерство в установленном порядке внесет в парламент качественно разработанные законопроекты по амнистии и уголовному законодательству. Данную работу необходимо будет ускорить. В текущем году поставлена задача провести ревизию законодательных актов на предмет излишней законодательной регламентации норм. В течение 2023 года 260 законов будут пересмотрены с учетом ревизии. В рамках данной работы министерством будет осуществляться координация деятельности госоргана и методологическое сопровождение. В этих целях Минюстом подготовлен график проведения ревизии законов, методические рекомендации по определению типовых функций госорганов на уровне законов и подзаконных актов. За каждым госорганом закреплены сотрудники Министерства юстиции для методологического сопровождения. Третье. В реализацию указа президента о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов, а также в целях исполнения поручения премьер-министра от 19 декабря 2022 года нам необходимо будет разработать проект закона, соответствующего закона, и обеспечить его в парламент в марте текущего года. Соответствующая работа сейчас активно проводится. Четвертое. В рамках цифровизации в июле 2023 года планируется совместно с корпорацией правительства для граждан запустить пилотный проект автоматизации аттестации на занятия профессиональной деятельностью частных судебных исполнителей, нотариусов, адвокатов и судебных экспертов. Данный механизм предусматривает прохождение онлайн-тестирования и компьютерных ситуационных кейсов по аналогии сдачи тестирования по получению водительского удостоверения, а также исключает второй этап явочного прохождения комиссионного собеседования в территориальных органах юстиции. Уважаемые депутаты Сената и Мажилиса, хотелось бы отметить особую благодарность за прошедший период совместной работы, когда было плодотворно выполнено все поручения главы государства. Вместе с тем мы надеемся на дальнейшее продолжение соответствующей работы и достижение поставленных целей. Спасибо за внимание. Құрметті алқа мәжілісіне қатысушылар, келесі вице-министр Мұқан Алмақайратовна сөз береміз. Құрметті Ғалымжан Тельманұлы, құрметті Азамат Несіпбайұлы, құрметті қатысушылар. 2022 жылғы норма шығару саласындағы жұмыстың қорытындылары туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Мемлекеттің қызметтің құқықтық қамтамасыз ету шеңберінде министрлік тұрақты негізде заң жобалау қызметі үйлестіруді, нормативтік құқықтық актілер жобаларының заң сараптамасын, сондай-ақ норма шығармашылық қызметті жетілдіруге жүзеге асырады. Үйлестіру шеңберінде министрлік заң жобалау жұмыстарының 22 жылға арналған жоспарын уақытылы орындау үшін шаралар қабылдады. Көзделген 22 заң жобасының барлығы парламентке уақытылы енгізілді, оның алтауына мемлекет басшысы қол қойды. 22 жыл бойы министрлікпен заң сараптамасы шеңберінде мемлекеттік органдармен әзірленген 58 заң жобасы, парламент депутаттары бастамашылық жасаған 42 заң жобасы, 53 тұжырымдамалар және 55 реттеушілік саясаттың консультативтік құжаттары қаралды. Заңға тәуелді құқықтық актілердің 1750 жобасы бойынша заң сараптамасы жүргізілді. Оның ішінде 233 жарлық жобасы, 132 премьер-министр өкімінің жобасы, 1374 үкімет қаулысының жобалары және 11 президент өкімінің жобалары. Мемлекеттік тіркеуге 5576 акт түсті. Оның ішінде 91,6% тіркелді, 8,4% тіркеуден өткізілген жоқ. Басты себептер олқылықтар бойынша қайтару және мемлекеттік органдардың өздерінің инициативасы бойынша қайтарып алу. Есепті кезеңде қосымша құқықтық мониторинг барысында аумақтық әділет органдарының 639 заңсыз нормативті құқықтық актілері анықталды. Анықталған бұзушылықтарды жою үшін тиісті шаралар қабылдау қажеттілігі туралы хаттар жолданды. Қазіргі таңда 615 акт, ол 96,2% толық көлемде сәйкес келтірілді, қалған 24 бойынша жұмыс бақылауда. 22 жылғы министрлік заң жобалау жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 37 отырысы өткізілді. Құрметті қатысушылар, қоғамдық диалогтың сапасын күшейту қажеттілігін ескере отырып, қазіргі таңда министрмен тиісті заң жобалау ведомствоның жұмысын жандандыру берілген болатын, ағымдағы жылда осы жұмыс жүргізіледі. Министрлік пен мемлекет басшысының тапсырмаларын туындайтын заңнамалық шаралар іске асырылады. Аталғандай президенттің жолдауын іске асыруға бағытталған 5 заң жоба қабылданды. Бюрократиядан арылту жөніндегі жарлықты орындау мақсатында құқықтық актілер туралы заңға және заңға тәуелді актілерге
тиісті нормашылық процесстердің қайта қарастыруын реинженерінің көздейтін нормалар енгізілді. Бұдан басқа тіркеуге жатпайтын нормативтік құқықтық актілердің тізбесі кеңейтілді. Аталған шаралар жекелеген ведомстволық және өңірлік нормативтік құқықтық актілерді қабылдау рәсімін жеңілдетуге бағытталды. Қазіргі таңда тиісті құрылымдық бөлімшелермен мемлекеттік органдармен бірлесіп нормалардың артық замадан регламенттеу тұрғысынан заңнамалық актілерге ревизия жүргізіліп жатыр. 30 заң жобасы бойынша талдау өткізілді. Енді 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында қалған 230 заң қарастырылатын болады. Заңнама және құқықтық ақпарат институты ғылымы құқықтар зерттеу арқылы заңнаманы жетілдіруге жәрдемдесу бойынша жұмыс жүргізуде. 22 жылы заң жобаларының 93, халықаралық шарттар жобаларының 52 сараптамасы өткізіліп, 113 консультациялық қызмет көрсетілді. 172 лингвистикалық сараптамалар қорытынды берді. Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінің эталондық бақылау банкінің жүргізу бойынша тоқталсам, эталондың банк ашық қолжетімділікке орналастырылған 159 мыңнан астам нормативтік құқықтық актіні қамтиды, өзекті жағдайда ұсталады, күн сайын жаңартылып отырады. Әділет ақпараттық құқық жүйесін пайдаланушылар саны жалпы жыл сайын өсу үдерісіне ие. Халыққа құқықтық мәселелер бойынша тегін кеңес беру үшін құқықтық ақпарат қызметімен 2022 жылының 12 айында барлығы 147 628 консультация берілді. Если говорить о задачах нормотворческого блока на 2023 год и развития отраслей законодательства, то, как уже было отмечено в рамках послания главы государства, предусмотрено совершенствование и расширение админюстиции, проведение ревизии уголовного и уголовно-процессуальных кодексов на предмет исключения неработающих либо препятствующих качеству правосудия норм. По данным направлениям ведется разработка соответствующих законопроектов. В реализацию мероприятий, предусмотренных планом действий по реализации предвыборной программы президента, за министерством закреплено исполнение 7 мероприятий по 3 базовым направлениям, включающих в том числе продолжение планомерной работы по реализации инициатив, заложенных в рамках конституционной реформы, и выработку конкретных законодательных мер по реформированию гражданского и административного судопроизводства. В рамках реализации указа президента по возврату такая же работа проводится, соответствующие проекты находятся на стадии подготовки. Правительством 29 декабря 2022 года утвержден план законопроектных работ на 2023 год. По нему необходимо обеспечить качественное и своевременное исполнение. Уважаемый Галан Тельманович, Азамат Несипаевич, в течение текущего года Министерством будет обеспечена реализация поставленных задач и продолжена работа по основным направлениям. Спасибо за внимание. Рахмет Алма Хайратовна. Келесі сөз кезегі Ахметова Ерке Естайқызына беріледі. Құрметті Ғалымжан Тельманұлы, құрметті Азамат Несипайұлы, құрметті алқа мүшелері мен қонақтары. Сәлем беруге және келесі бағыттар бойынша қысқаша жұмыс нәтижелерін баяндауға рұқсат етіңіз. Халықаралық ынтымақтастық саласында өткен жылы халықаралық шарттар мен құқықтық актілердің 679 өтініш және құқықтық көмек көрсету шеңберінде шет мемлекеттердің 925 сот өтініштері қаралды. Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық бітімгершілік келісімдер туралы конвенциясы ратификацияланды. ТМД-ның адам құқықтары жөніндегі комиссиясы туралы ереженің жаңа редакциясы бекітілді. Қырғызстан және Литва елдерімен азаматтық істер бойынша құқықтық көмек көрсету туралы халықаралық шарттар жасалды. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің әділет министрлерінің кезекті кеңесі өткізілді. В целях недопущения государственными органами систематических нарушений требований законодательства при заключении международных договоров приняты методические рекомендации. В рамках работы в области прав человека координируется реализация плана правительства первоочередных мер по правам человека, рекомендаций в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах и универсального периодического обзора по правам человека. На регулярной основе проводятся встречи с НПО, рабочие группы по правам человека с дипломатическим корпусом Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.
С прошлого года Минюст стал рабочим органом межведомственной рабочей группы по запросам договорных органов ООН по правам человека. Ежегодно готовится обзор о ситуации прав человека в Казахстане. Сотрудничество в евразийской интеграции. Проведена юридическая экспертиза по 1280 актам органов Союза и 125 проектам международных договоров в рамках Союза. Приоритетными задачами остаются вопросы касательно соблюдения верховенства права, предотвращения применения вторичных санкций, сохранения принципиально экономического сотрудничества в рамках Союза, недопущения ограничения применения государствами-членами права вето. В сфере интеллектуальной собственности в реализацию закона, отмеченного в докладе министра, разработаны и утверждены 13 подзаконных правовых актов. На рассмотрение парламента находятся проекты законов о ратификации соглашений по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, а также по охране и защите прав на объекты авторского и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. Совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности удалось открыть, создать 18 центров поддержки технологий и инноваций. Во исполнение поручения главы государства по соблюдению прав интеллектуальной собственности решен вопрос закупа лицензионного программного обеспечения для центральных госорганов на сумму 14 миллиардов тенге. Ведется работа по повышению численности патентных поверенных во всех регионах республики для пользователей объектов авторского права и коллективных организаций. Планируется разработать методические рекомендации. Тіркеу қызметі саласында саяси партиялар құру рәсімін жеңілдетуге байланысты партиялар құру ниеті туралы бастамалардың өсуі байқалды. Өткен жылы Байтақ Жасылдар партиясы тіркелді. 1 шілдеден бастап азаматтық хал актілерін тіркеу функциясын азаматтарға арналған үкіметке берілетін болады. Азаматтарға ыңғайлы болу үшін некені тіркеу мерзімін 1 айдан 15 күнге дейін қысқарту және куәліктерді электронды түрде ұсыну көзделген. Құқықтық түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру саласында халықтың сауаттылығын арттыру мақсатында іс-шаралар жоспарлары мен құқықтық насихатты жетілдіру бойынша мемлекеттік органдар үшін әдістемелік ұсынымдар әзірленді. Бұл азаматтар мен кәсіпкерлерді өмірлік жағдайлар мен заңды фактілер бойынша нақты хабардар етуге мүмкіндік береді. Құрметті Ғалымжан Тельманұлы, Азамат Несипайұлы, үкіметтің және министрдің саяси мақсаттарын іске асыру және қолдау үшін аталған бағыттардағы жұмыс жалғасатын болады. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. С докладом о проделанной работе по цифровизации деятельности органов юстиции и организации экспертной деятельности по исполнению судебных актов выступит вице-министр Молдабеков Бек Полосевич. Құрметті Ғалымжан Тельманұлы, Азамат Несипайұлы, құрметті әріптестер. Цифровизация бойынша баяндауға рұқсат етіңіздер. Келесі жылы, яғни осы жылы 9 нақты жоба бар. Осы жобалардан біз бастайтын боламыз. Толығырақ қазір әрқайсысына тоқталатын боламын. Первый проект — это e-заңнама. Поручение президента было полностью, чтобы от начала и до конца, от инициации, чтобы было в одной системе. Прошлый год делали анализ, подготовились. Теперь информационная система уже на подходе. До конца января будет демо-версия. В середине февраля мы уже хотим запустить пилот с 4 госорганами. Это 3 основных и 1 госорган мы берем как пилот. В мае будет аттестация и в августе вот промышленную эксплуатацию. Это позволит в едином пространстве полностью видеть всю нормотворческую деятельность от начала и до конца. Следующая система — e-сараптама.
В прошлом году был пилот информационной системы. Это автоматизация экспертизы, судмедэкспертизы. К концу года мы достигли только 10% онлайн проведенных экспертиз. Теперь же во втором квартале этого года мы хотим достигнуть 50%. Как мы это будем достигать? Вчера было совещание с Генпрокуратурой и МВД. Мы утверждаем рабочую группу с сотрудниками ДВД и СПСИ, где будем точно решать все задачи, чтобы система полноценно работала. Также в субботу планируется встреча двух министров, Минюста и МВД, на базе РУВД города Астаны, где детально будут даны протокольные поручения. Здесь я хотел бы акцентировать, что за счет этого мы полностью перейдем на автоматизацию. Следующий слайд. Текущая ситуация. Чуть-чуть более детально, потому что второй департамент, судмедэкспертиза. По факту у нас сейчас 11 тысяч единиц техники, план 16 тысяч. Мы имеем дефицит 4500 единиц стоимостью 30 миллиардов. Понятно, что это быстро решить не сможем, но у нас есть четкий план поэтапно, как мы будем это делать. В рамках комплексного плана по борьбе с наркоманией 23-25 года мы запланировали 13,4 миллиарда, уже посадили в план и отрабатываем сейчас в Минфине. Минфин нам уже почти одобрил, есть четкое понимание на 3 года, это 13 миллиардов, чтобы мы могли помогать сотрудникам МВД и в целом выявлять синтетические наркотики и пресекать эти вещи. К концу года в рамках выездов по поручению президента в области встречи населениями у нас была договоренность с рядом акимами областей по ремонту зданий. Это акиматы Костанайской, Абайской, Акмолинской области, СКО, Жамбыл и Кызылорда. Следующий слайд наглядно показывает ситуацию, как сейчас обстоят дела, как министр наш сказал. То есть есть у нас четкое видение, меморандумы с акимами областей, поэтому мы будем эту ситуацию выправлять. Цифровой нотариат. Мы запускаем буквально вот 2-3 недели онлайн-доверенности. Что такое онлайн-доверенность? Это доверенность в кармане, не нужно будет никуда ходить, можно будет через телефон с дома, либо за границей получать доверенности. Вход будет через ЕНИС, либо ЕГОВ Мобайл. Пока 3 вида доверенности, мы это с палатой сейчас детально отрабатываем, соответственно, будем увеличивать. На время пилота это предоставление интересов, наследственные дела и ведение дела в судах. Чтобы это все было безопасно, мы сюда интегрировали биометрию ЕГОВ Мобайл, которая уже доказала свою безопасность, после чего, более того, эта доверенность не нужно будет распечатывать, она сразу автоматом будет попадать в цифровые документы ЕГОВ Мобайл и на приложение банка второго уровня. Этот закон уже у нас действует. Вы знаете, что удостоверениями уже не пользуются, будут пользоваться в этом документе. Пилот будет по всему Казахстану, и виды мы будем увеличивать. АИСОИП. Это цифровизация исполнительного производства. К концу года, в декабре, мы перешли на АИСОИП 2.0, что нам позволило полностью автоматизировать процессуальные действия судебного исполнителя, внедрению СМС-уведомления. Были проблемы, что люди не знали, что у них какие-то аресты. Также для удобства граждан была интеграция с Казпочтой и Каспий банком. Если даже в аэропорту у него выявляется какая-то там проблема, он может оплатить и в течение 15 минут вылететь. Более того, мы пошли дальше и договорились сейчас с банками Халык-банка, Фридом и Береке банки. Они на подходе. Также можно будет с любого из этих банков с приложения оплачивать и вылетать сразу же. Выявление должников на основе Big Data. Сейчас у нас долг по алиментам 14 миллиардов по стране. Мы планируем благодаря Smart Data Document выявлять, то есть как пример могу привести, это, например, Яндекс.Такси, Индрайвер. Мы можем с ними заключить меморандумы, выявить этих водителей, и следователь сам фиксирует, когда пришел адвокат и когда ушел. Соответственно, все время, сколько тратил следователь, то есть адвокат, это подписывает и фиксирует следователь. Соответственно, интерес, грубо говоря, адвоката иногда может быть чуть занижен.
Теперь же мы хотим обратную сторону, чтобы адвокат полностью ориентировался на потерпевшего. Плюс у нас уже готов рейтинг адвокатов. Это позволит по опыту Яндекса или Найми, то есть как рейтинг водителей, также у нас будет рейтинг адвокатов, чтобы граждане могли не просто рандомно, а выбирать, соответственно, по рейтингу. Это также улучшит качество оказывания госуслуг. Интеграция с Верховным судом, чтобы были у нас все дела видны. Также у нас есть онлайн-консультация колл-центр 119. Мы хотим перевести ее на 1414, то есть дозвон будет 1414, но консультанты будут наши. Это позволит нашим гражданам полностью знать, что если вы попали в какую-то непонятную юридическую, какие-то жизненные ситуации, вы можете в любой момент позвонить в колл-центр, и вас проконсультируют, и помогут, и подскажут, как идти дальше. Смарт-дата-документ – это сит-центр правительства. Здесь 70 самых главных информационных систем страны. Мы хотим в этом году активно с ними взаимодействовать, уже начали. Как я сказал, выявление недобросовестных должников, алиментчиков. Уже у нас реализуется ситуационный центр Минюста, который будет в онлайн-режиме показывать нам все наши задачи, сколько в работе у нас нормотворчества, сколько нотариусов, адвокатов, кто у нас сейчас в работе и так далее. То есть все цифры Минюста в активном режиме мы будем видеть в системе. Приоритетные задачи по госуслугам. Это, конечно, автоматизация госуслуг, переход к безальтернативному оказанию услуг, то есть полностью автомат, доступность в смартфоне 100% и перевод композитный и проактивный формат. Госуслуги. Текущее состояние. У нас в целом 52 госуслуги. Мы с начала года смогли полностью 100% перевести все в электронный формат, то есть на бумаге у нас уже ничего не оказывается. 28 электронные, 24 электронно-бумажные, это на выбор самих граждан. 52 услуги на ЕГОВе, 32 на ЕГОВ мобайле и 1 пока в банках второго уровня. Но мы уже с банками очень тесно работаем, и в самое ближайшее время мы максимально будем переходить. Реинжиниринг аттестации. Как сейчас происходит аттестация? Адвокатская деятельность, нотариальная, частные судебные исполнители, да, и патентные поверенные. То есть сейчас у нас вот прием документов идет, тестирование, собеседование, получение лицензии. Если с приемом и тестированием, в принципе, проблем нет, но на собеседовании иной раз нужно ждать от 3 до 6 месяцев, потом повторно, если не сдал, и, соответственно, еще раз. То есть может затянуться аттестация на годы. Понятное дело, это из-за человеческого фактора, цифровизация здесь нам помогает. Что мы хотим сделать? Прием документов через ЕГОВ, прохождение единого теста – это ситуационные кейсы, и мировая практика уже у нас это показывает, то есть именно кейсы, вопросы и обычные тесты. Все у нас тесты будут проходить в ЦОНе, за счет этого мы обеспечим полную безопасность, то есть преимущество реинжиниринга – это биометрическая идентификация личности, полностью безопасность, и система будет автоматом выявлять, когда вы там, например, если тестируем, будет брать телефон и так далее. И последнее – это наши жизненные ситуации, то есть мы будем, наоборот, сами идти гражданам. Если смена ФИО идет, то мы автоматом сами же предлагаем удостоверение личности поменять, водительское удостоверение и так далее. То есть, в целом говоря, по всем госуслугам мы будем идти не просто автоматизация, а сами идти гражданам, чтобы, если у него какой-то кейс меняется, то сразу же автоматом будет меняться вся информация во всех базах данных. Үлкен рахмет. Уважаемые коллеги, доклады об итогах работы по направлению деятельности Министерства юстиции завершены. Имеются ли вопросы? В таком случае позвольте предоставить слово заместителю премьер-министра, руководителю аппарата правительства Республики Казахстан Койшыбаеву Ажан Тельмановичу. Я немножко удивился, что вопросов вообще нет. Достаточно интересные выступления были, да? Мы видим, в конце будет. Да, в конце тогда, да, потому что все-таки это коллегия, не отрежиссированный спектакль, поэтому надо помучить вице-министров, министра, позадавать им вопросы. Құрметті алқа отырысына қатысушылар,
Өткен жылы республикада мемлекеттілігіміздің одан әрі нығайту үшін берік негіз қалаған елді саяси жаңғырту бойынша ірі шаралар жүзеге асырылды. Конституциялық реформаны іске асыру үшін гуманистік және адам құқықтарын қорғауға бағытталған бір қатар заңнамалық бастамалар қабылданды. Қазіргі уақытта үкімет алдында Қазақстандық қоғам мен мемлекетті одан әрі жаңғыртуға бағытталған ауқымды саяси реформаларды іс жүзінде іске асыру бойынша бір қатар басым міндеттер тұр. Министрлік жүктелген міндеттерге сәйкес қабылданған заңнамалық актілердің сапалы іске асырылуын және заңға тәуелді актілерін уақытылы қабылдануын қамтамасыз ету қажет. Жалпы, президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында, үкіметтің кеңейтілген отырысында, сондай-ақ президенттің сайлау алды бағдарламасында айтылған тапсырмаларды іске асыруға бар күш-жігерді жұмылдыру қажет. Осыған байланысты министрлік мынандай бағыттарға назар аударуы тиіс. Первое. Главой государства обозначены приоритетные задачи о необходимости корректировки Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Об этом уже сегодня несколько раз сказали, потому что это идет красной линией в послании главы государства. Механизм уголовно-правового воздействия выступает одним из основных факторов обеспечения конституционной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Министерству совместно с заинтересованными госорганами с привлечением широкого круга специалистов, научного и адвокатского сообщества необходимо в максимально сжатые сроки провести анализ применения норм, препятствующих качеству правосудия, проработать системные проблемы, а также обеспечить своевременное внесение соответствующего проекта закона в правительство. В частности, на наш взгляд, необходимо декриминализировать отдельные составы преступлений Уголовного кодекса по незначительным правонарушениям, представляющим небольшую общественную опасность, а также перевести отдельные составы в категорию административных правонарушений. Кроме того, следует провести ревизию, в том числе Уголовно-процессуального кодекса, усилив контроль за соблюдением норм процессуального законодательства при возбуждении уголовных дел. Здесь, коллеги, хотел бы подчеркнуть, что на это особое внимание уделял премьер-министр. Вы знаете, многочисленные проходят совещания, разного рода форумы инвестиционного плана. И вот, в частности, для экономического блока, инвестиционного блока правительства очень важно этот момент, когда, говоря простым языком, уголовные дела не возбуждаются по наитию, по мнению какого-то эксперта, да, внутри правоохранительного органа. И это все должно быть прописано должным образом. И, как сегодня министр сказал, и вице-министр, чтобы не было конфликта интересов, это именно поручено Минюсту, чтобы не сами правоохранительные органы себе прописывали полномочия. Поэтому здесь очень большая надежда именно на это. Потому что в том числе даже инвестиционный климат зависит от того, насколько вообще криминализировано, да, скажем так, вот, правоотношения, и насколько обоснованы заведения уголовных дел в каждой стране. Поэтому, казалось бы, сугубо юридически ваш отчасти даже такой отвлеченный, теоретический, может быть, подход, он на самом деле имеет следствием прямое воздействие на экономическую среду в нашем государстве. Не говоря уже о том, что это соблюдение конституционных прав граждан, что является вообще священной коровой, и в том числе и для вашего министерства. Таким образом, соблюдение конституционных прав граждан и бизнеса должно стать ключевым принципом и первостепенной задачей для всех правоохранительных органов в рамках построения правового государства. И здесь Министерство юстиции, конечно, должно послужить вот таким образцом оперативного и эффективного переформатирования уголовного и уголовно-процессуальных кодексов. Я вообще много раз сейчас буду говорить о том, что министерство должно стать флагманом, и это действительно так. Мы рассчитываем, что Министерство юстиции подаст пример, потому что многие именно на это ориентируются. Я вам честно скажу, в аппарате правительства любые документы сложные, когда проходят, любой первым делом спрашивает, даже зампремьер-министра, юристы завизили? Если юристы завизили, считают, что все в порядке. Поэтому это я так, как бы отвлечение делаю относительно того, что очень большая, с одной стороны, ответственность, а с другой стороны, очень большие надежды на вас, что вы будете, как тот ледокол, прям прорубать
значит, это лед бюрократии, да, лед такого формализма в нашем, в том числе и законодательном, и правоприменительной практике. Наибольшее количество поправок, например, вот в прошедший период, было инициировано депутатами в такие законопроекты, как о растительном мире, о биологической безопасности, о промышленной политике. Я вообще молчу про поправки в налоговые дела. Там сплошь и рядом. Иногда бывает, что поправок больше, чем внесен законопроект. Не знаю, я сам не профессиональный юрист, но мне было бы стыдно за это. Вот честно говоря. А все аппараты потом начинают совершать подвиг и обрабатывать эти заключения, да, депутатов, которые сами же потом госорганы и вносят через них. Поэтому, конечно, с этой практикой надо что-то делать. На систематической основе наблюдаются факты включения неполного перечня правовых актов в проекты распоряжений, принятие которых необходимо в реализации законодательных актов. Но это мы знаем, да, подзаконка тоже отстает, и получается, об этом я чуть дальше скажу, что все как бы в попыхах, лишь бы что-то основное зашло, как это многие говорят, что ничего, хвосты потом подтянем. А хвосты потом тянутся, я извиняюсь, иногда годами. Кроме того, особое внимание требует уделить обеспечению прогнозирования на предмет возможных отрицательных последствий принятия правовых актов. Но здесь вот это так называемое, как бы условно называемый риск-менеджмент, прогнозирование, когда надо наперед смотреть, какие последствия могут быть. Я вот просто не знаю, вынужден его еще раз привести, но это самый известный, печальный пример, когда принятие закона от 30 декабря 2021 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных, предусматривающий переход к реализации сжиженного нефтяного газа через товарные биржи, повлекло сильнейшую социальную напряженность в январе 2022 года. И, как известно, трагические события Хантара, да, следом пошли уже. А казалось бы, все от какой-то мелочи, да, что приняли закон, вроде бы все нормально, через биржу, казалось бы, вроде на первый взгляд прогрессивно даже. А на самом деле никто ж не проанализировал последствия. А последствия были такие, что все ахнули. Потом даже никто не верил, что из-за такой мелочи, да, казалось бы, такой, собственно, экономика юридического такой, даже многие думали, что это некий инструментарий, юридическая техника, да, а на самом деле такие последствия. Вот я хотел просто вот от имени руководства правительства сказать, что вот мы хотели бы, чтобы именно Министерство юстиции, где люди, можно сказать так, обладают такими прогнозными юридическими способностями, как-то могли предугадать, может быть, предупредить такие действия. А тогда просто такой анализ не был проведен. На сегодняшний день, как вы знаете, как бы это для вас всех понятные вещи, уже работает Конституционный суд, и по обращениям граждан он будет устанавливать соответствие, да, Конституции, нормативно-правовых и иных актов, непосредственно затрагивающих права и свободы. Работы прибавится. Более того, теперь уже мы так вот просто не обойдемся, да, что вот есть закон и есть отдельно граждане, да, для которых закон это какой-то, вот, скажем так, что-то такое постороннее или, значит, чужеродно-враждебное, например. Здесь уже получается, я для вас-то не могу открыть истину, для меня вот самого истина, то, что теперь вот новая жизнь начинается, что любой гражданин может подать, да, в Конституционный суд и вообще всю нашу работу, можно сказать, оценить, а не говоря о том, что сейчас все, что делается тут же, все это в социальных сетях, тут же в телеграм-каналах, да, и даже телеканалах, значит, в блогах, и, соответственно, все наши недоработки будут тут же, так сказать, Конституционным судом выявлены. В связи с этим Министерству поручается обратить особое внимание повышению качества подготовки и проведения правовой экспертизы проектов правовых актов, а для этого необходимо, это вот, как вы понимаете, это Министерство нам этот тезис вложило, что для этого необходимо усиление кадрового состава соответствующих подразделений. Я думаю, тут они присутствуют и задумаются, почему Министерство нам этот тезис вложило, значит, с этим есть вопросы. Вот. Үшінші, мемлекеттік аппараттың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін заң шығару жұмыстарын жоспарлау аса маңызды мәселе болып табылады. Бірақ заңдарды қабылдау практикасы көрсетеді. Жоспарлаған бастамаларға кеңінен талдау
жүргізілмейді. Осыған байланысты министрлік заң шығару қызметін жоспарлау кезінде актілерді жан жаққа бытыратпай, жинақы болу үшін тұрақты негізде шаралар қабылдап, мемлекет басшысының, премьер-министрдің заңнамалық тапсырмаларына мониторинг жүргізуді және оларды заң жобалау жұмыстарын жоспарын енгізуді қамтамасыз ету қажет. Но это тоже известная вещь. Сегодня вице-министр отчитался бодро, что в конце декабря, значит, план законодательных работ принят, тот выполнен. А вы знаете, что каждый год мы в него постоянно вносим изменения, что то, что мы значит, запланировали, потом оказывается не очень актуальным, да? А администрация президента, естественно, на это, так сказать, каждый раз обращает внимание. Ну, это рабочий процесс, нормальный рабочий процесс, но тем не менее, все равно планирование, да, законопроектной работы не идеальное. Тут надо признать и надо подтянуться. Төртінші, бүгінгі күнге дейін өкінішке орай мемлекеттік органдардың үкіметке тиісті уәкілетті органдардың құзыретін түбіне дейін барынша ашып көрсететін заң жобаларын енгізу тәжірибесі сақталып отыр. Ну, сегодня об этом говорилось, да, о том, что у нас уже новая практика, да, все о том, что не надо делать детализированных, прямо расписанных полномочий министерств, с тем, чтобы мы потом не ходили каждый раз, да, для каждого министерства какое-то там 2 слова, чтобы добавить, чтобы провести реформу, которую он должен был приказом решить за, ну, я не знаю, там, за 3 дня, за неделю. Мы вносим изменения в закон, и это занимает, вы знаете, в среднем год. Вот я вам приведу пример. Все поручения, которые были даны в январе месяце, помните же, после вот всех событий, было очень много поручений. В январе месяце мы все это записали, несколько совещаний, посланий. А когда они реализовались, вот тот самый знаменитый закон, который все называют сборной солянкой, там больше сколько, 1000 страниц или сколько? А его приняли в декабре месяце. То есть все, о чем мы говорили в январе на эмоциях, да, приняли в декабре, потому что вот выяснилось, что надо каждое полномочие прописывать, в закон изменять и так далее, и так далее. Поэтому вот принято такое решение, это на самом деле инициатива главы государства, о том, чтобы решения по реформированию тех или иных отраслей, там не только экономики, вообще нашей жизни, министерствами принимались своими, там, я не знаю, приказами, какими-то подзаконными актами. Ну, наконец, нормативно-правовыми актами правительства, в крайнем случае. Ну, вы знаете, да, постановление мы совсем уж тяжелое, ну, за месяц примем. А закон изменить через двухпалатный парламент, вы понимаете, да, это занимает, если уж сильно гнать, то это 8 месяцев. Поэтому здесь вот как раз нужна вот ваша большая помощь, чтобы сегодня министр об этом сказал, и вице-министр, что нам надо почистить, да, многие вещи. То есть нам сейчас на одном из совещаний министр юстиции говорил, что вот мы сейчас большую работу будем проводить, старые законы чистить, да, убирать. И вот такая дискуссия возникла, может их не трогать, просто сейчас новые прописать, модельные, так, не тратить время, потому что это будет огромная работа, да, все законы менять обратно, приводить их в модельные, да, ужимать. Просто надо теперь дать полномочия, и, собственно говоря, уже тем базовым законам даны, о том, чтобы, значит, укрупнить, грубо говоря, ответственность госорганов. Төртінші. Жоқ, осыған байланысты министрлік мемлекеттік органдар құқықтық актілерін жобаларын әзірлеу кезінде заң шығарудың жаңа тәсілдерін сақталуына бақылауды қамтамасыз ету тиіс. Министрлік құқықтық регламенттеу оңтайлы деңгейін сақтай отырып, модельдік заңнаманың фарватеріне, яғни қозғаушы күшіне айналу қажет. Биылғы жылдың соңына дейін мемлекеттік органдардың заңнамалық актілерге ревизия жүргізуі және заңдардың тиісті жобаларын үкіметке уақытылы енгізу үшін үйлестіру және әдіснамалық қолдауды қамтамасыз ету қажет. Бесінші, заң шығару қызметі заңды уақытылы іске асыру тәжірибесінен бөлініп қалмау тиіс. Қабылданған заңдардың, оның ішінде халықтың құқықтары мен мүдделі қатысты нормалардың толықтай іске асырулы тиісті заңға тәуелді актілердің дер кезінде қабылдануына байланысты. Заңға қол қойылғаннан кейін заңға тәуелді актілерді қабылдау мерзімдерін бұзу фактілері көп, өкінішке орай. Бұл сөзсіз заңның әрекетсіздігіне
яғни оның нақты орындалмауына әкеледі. Осылайша министрлік мемлекеттік органдарының заңға тәуелді актілерді уақытылы қабылдауына бақылауды барынша күшейту қажет. Ну, это как бы основы, да, вашей работы. Подзаконно, чтобы я про это уже говорил, и все везде будет рассыпано, что базовый закон принят, если подзаконки не будет, закон не работает. То считайте, что он просто пустой звук. А мы часто подзаконка тянется. Хорошо, если месяцами. Иногда бывает тянется до полугода, до года. Или вообще госорган не знает, что ему это надо делать. Поэтому здесь вот у меня тоже поручение от премьер-министра было и от главы государства в том, чтобы попросить Министерство юстиции вот здесь быть построже, сразу же. То есть как бы люди простые думают, что закон принят, все, он автоматом работает, ничего больше не надо. У нас, к сожалению, большие хвосты подзаконные идут. Там, знаете, там и распоряжения, и все что угодно. Вот, а они тянутся. Поэтому здесь главное, это наша задача, чтобы принятый закон работал. Поэтому здесь очень большая к вам вот, просьба, или, если хотите сказать, поручение, да, от руководства, этот момент взять на контроль. Шестое. Следует отметить, что в адрес аппарата правительства поступают жалобы на министерство по фактам затягивания регистрации, многократного возврата проектов на доработку с неполным указанием причин возврата. К примеру, казалось бы, совсем несложный проект совместного постановления акимата и маслихата Курчумского района Восточно-Казахстанской области об установлении границы села Маркаколь Курчумского района возвращался на доработку 5 раз. Ну, честно говоря, этот вот известный стереотип такого, как бы, ну, скажем так, мягко закрытого и такого настороженного юриста, который просто возвращает без объяснений причин. Это, ну, карикатурный образ надо изжить, наверное. Вот у нас в старой канцелярии премьер-министра, вы знаете, юридическая служба считается одной из самых консервативных, и как бы вот, ну, по сути, и вот болел этой болезнью, все говорят, нам возвращают документы, мы не поймем, что не так. Идите, все, не знаем дальше, что хотите, то и делайте. Вот, ну я не знаю, 5 раз возвращать сельскому акимату, да, ну я не знаю, как это. Пример это не мы, это вот ваше министерство дало. Но на самом деле это уже не карикатурное, а, ну не знаю, это почти что какое-то преступное действие, на мой взгляд. Конечно же, регистрация актов должна осуществляться оперативно, без формализма и бюрократизма. Тем более, вот я не знаю, сейчас уже реализовалось, что на местах можно, да, регистрировать. Долгое время же Минюст регистрировал все, я это просто помню, что все акты всей страны упирались в один Минюст, и люди стояли месяцами, не могли зарегистрировать свои акты. Ну это какой-то, я понимаю, там какие-то, мне объясняли, что это вот для того, чтобы там что-то не проскочило, там, чтобы что-то не придумали, да, что вот надо канализировать, в руках держать. Ну, может быть, на каком-то этапе надо было, но сейчас это уже же какой-то нонсенс, между нами говоря, да? Это получается, ну, так, вы все юристы, чтобы за слова не цеплялись, но тем не менее, но это какой-то, не знаю, саботаж будет, да, считаться, если вот накопится там, не знаю, за полгода документы, а не будут регистрировать и без объяснений причин будут возвращать по 5-7 раз. Политически выглядит не очень красиво. Вообще, вот на наш взгляд, в аппарате правительства мы тоже такой вот как бы порядок постарались завести, что возврат вообще должен быть крайне исключительной мерой. Когда уже полностью исчерпаны вот все возможности по доработке документа, вот как мы называем, на месте или в рабочем порядке. Я не знаю, процедуры юридические Минюста позволяют ли это делать, но вот я в аппарате правительства, все возвраты идут через меня. То есть любой возврат сначала приносит мне, и я, условно говоря, из 10 возвратов 8 не разрешаю. Говорю, приглашайте сюда, здесь дорабатывайте, добивайте, потому что, вы знаете, на возврат уходит месяц, на приход приходит месяц, а в итоге то же самое. И так 5 раз. Представляете, что это? Какой-то ужас какой-то. Поэтому вот мы хотели бы, чтобы Минюст как раз здесь был закоперщиком, который будет подавать пример этому. Вы знаете, все министерства, я вот тут пошутил насчет того, что юристы, если подписали, все смело подписывают, визируют, да, любые документы. На самом деле все на Минюст осматриваются, оглядываются. Если вы такую практику внедрите, вот, да, дебюрократизированную, деформализированную, все с удовольствием будут ее применять и будут считать, что это хорошо. А так будут все ходить и побаиваться.
Поэтому необходимо, конечно же, уделить особое внимание качеству правовой экспертизы, регистрации подзаконных актов. Кроме того, в настоящее время проводится работа по децентрализации полномочий между уровнями госуправления. Но это мы уже об этом говорили, да? Вот. Поэтому на министерство будет возрастать, конечно, нагрузка и на территориальные органы. Здесь необходимо обеспечить всесторонний единообразный подход к правовой экспертизе, регистрации НПА на центральном местных уровнях. Расширить перечень НПА, не подлежащих регистрации в органах юстиции. Необходимо повышать самостоятельность и ответственных первых руководителей центральных и местных исполнительных органов и их заместителей. То есть, вы поняли, да? Тут просто арифметически. Сейчас у вас вал пойдет документов, которые госорганы и местные МИО будут принимать. И если вы их не освободите, тут вот министерство само написало, что можно освободить вообще часть от регистрации. Значит, освобождайте. Это вообще будет тогда облегчиться вам жизнь. А какие-то моменты упрощайте. Вот он мейнстрим. Вот мы просим за этот мейнстрим реализовать, пожалуйста. Для этого, по всей видимости, следует усилить кадровый состав подразделений министерства путем проверки профессиональных навыков и знаний соответствующих сотрудников, внедрения механизмов постоянного обучения и прохождения обязательной стажировки. Но это, вы понимаете, тоже руководство министерства попросило мне это сказать для, так сказать, кадрового нашего, значит, состава о том, что вот будут повышаться требования. Седьмое. Исполнение судебных актов является одной из самых сложных стадий судебного процесса, от благополучного исхода которой зависит доверие граждан к органам правосудия и государству в целом. Министерству необходимо обратить особое внимание на имеющиеся системные проблемы в данной отрасли и принять соответствующие меры по их разрешению. Восьмое. Министерство должно обеспечить переход законотворческого процесса на цифровую основу путем своевременного введения в промышленную эксплуатацию модуля законотворческого процесса информационной системы ЕЗАННАМА. Ну, вице-министр цифровой сейчас очень подробно рассказал. Мне вот тут 1,5 страницы написали, я не буду читать. В принципе, я скажу просто, все предложения поддерживаются. Вы сейчас наблюдали, это прорыв. Если вот это реализуется, ну, не знаю, на 80%, ну, уже зарплату не зря получает вице-министр цифровой и все, кто ему помогают. Вот, поэтому вот это Digital Justice, то, что был презентован, полностью поддерживается. Он почему-то сказал 9 направлений. Министр мне приносил из 12 направлений. Куда-то 3 задевалось за 3 дня. 3 дня назад 12 направлений было, сейчас 9. Вы имеете в виду, сейчас все очень, значит, будем за всем очень внимательно следить. Поэтому прошу вот эти 3 вернуть, пожалуйста. Потому что вот звучит очень красиво и ЕСАРАПТАМА, и цифровой нотариат, цифровой ЗАГС, там вот эти госуслуги, да. Ну, конечно же, это все юридическое сопровождение цифрового. Честно говоря, это то, что ждут граждане от нас. Вся наша работа, ваша работа, 99% вашей работы, которая, грубо говоря, не видна гражданскому обществу, но через вот эти приложения, то, что вам, ну, это 10% может вашей работы, может больше, но по ней будут судить, понимаете? Я вот просто, вы знаете, я выходец из Министерства иностранных дел, в свое время работал там. Простые люди думают, Министерство иностранных дел, что это? Они выдают визы. То есть людей, вот, и кого не встретишь, все, хотя понятно, что это внешняя политика, там, да, там 99,9 работы, но если плохо ты визы выдаешь, или другие страны не выдают, все, МИД плохо работает. Я такой, так и здесь будет судить по Министерству юстиции, даже если вы горы будете сворачивать, но это будет вот наша работа, да, аппаратная. Но если не почувствуют на себе, так сказать, простые люди вот в обычной жизни, вот как он правильно сказал, ситуативная. Сейчас вот вообще это мода, да, ситуативная. Мы вот теперь сейчас раз в неделю будем заслушивать цифровых министров вместе с Багдатом Мусиным. Он у нас флагман, он, кстати, тоже как бы к юстиции, вы знаете, да, не чужой человек для юстиции. Поэтому мы через вот эту хотим как бы цепь, вот звено за звеном, может быть, и вытянуть. Поэтому все, что сейчас сказал цифровой вице-министр, мы теперь берем на жесткий контроль, пока она не сделается. И график тот плотный. Что-то будет в январе, что-то будет в феврале. Если этого не будет, будем спрашивать. Поэтому, на наш взгляд, вот, необходимо не просто через цифровизацию, условно говоря, облегчить работу, да, госслужащим, ну, мне, вам. Это как бы тоже, да. На самом деле, конечная цель – это чтобы через цифровизацию граждане почувствовали, да, изменения своей жизни к лучшему. Через вот эти жизненные ситуации, которые ты сказал, да, рождается ребенок, появляется, да, целая цепь всего, что он должен при этом
там, я не знаю, ну, не дай, как бы, трагический случай, если даже, ну, что тут говорить, жизни, кто-то умирает, тоже большой появляется, да, или там купил машину, продал дом. Поэтому вообще, честно говоря, тут большой момент, на который глава государства обращал внимание, это вот вся, в том числе и цифровизация, она же не ради себя самой. Главное это слово, это дебюрократизация. Сегодня она несколько раз прозвучала в выступлениях. Я бы хотел, чтобы она стала ключевой для Минюста, потому что дебюрократизация вообще является одной из самых важных задач вот, реформирования не только госаппарата, а вот взаимодействия, да, государства и гражданина, государства и гражданского общества. И дебюрократизация, она может, на мой взгляд, 90% через цифровизацию. Все остальное это, в том числе, кстати, и борьба с коррупцией. На 90% это через цифровизация. Методы уговора, воспитания, или даже вот коллеги знают, методы репрессивные не срабатывают. Да? В Китайской Народной Республике, по-моему, смертная казнь, да? И что там, победили коррупцию, это сложно сказать. Поэтому мы вот хотели бы обратить внимание на этом, что во главу угла, это вот в недавнем, значит, разговоре, значит, с главой государства, вот, именно по работе аппарата, он обратил на это внимание. Ключевая сфера – это дебюрократизация, чтобы каждый человек почувствовал, да, что он живет действительно в новом Казахстане. Раньше ему надо было бегать, собирать бумажки, а сейчас не надо. Раньше он, чтобы там оформить этот, ну я не знаю, там земельный участок там, или машину, да, терял столько-то рабочих дней, ходил, оформлялся. А теперь это вот, как вы сказали, в приложении банка второго уровня кликом делается. Министерству необходимо обеспечить качественную защиту интересов общества и государства в арбитражных разбирательствах, проводимых за рубежом. Сегодня об этом говорилось. Следует уделить особое внимание анализу причин предъявления судебных и арбитражных претензий, оценки перспектив судебных или арбитражных разбирательств, проводимых за рубежом с участием правительства. То есть не просто вести, как вот до недавнего времени. Мы просто ведем и отчитываемся, хорошо, плохо. А тут, я так понимаю, что мысль главная о том, чтобы, во-первых, причины понять, почему подали в суд, так? А потом еще и перспективы просчитать. Вот на Минюст вот такая задача. Перед Минюстом такая задача ставится. 10. Повышение правосознания и правовой грамотности в обществе является одним из важных условий обеспечения верховенства закона. На сегодняшний день сохраняется ряд проблем и недостатков, препятствующих повышению правовой культуры и грамотности населения. Министерству необходимо продолжить планомерную работу по повышению правовой грамотности и культуры населения, предупреждению правонарушений, а также внедрению современных механизмов и инновационных методов осуществления правовой пропаганды. Коллеги, я здесь хотел просто тоже от себя добавить, вот все мои вот отступления немножко от текста, это буквально перед выходом к вам я заходил к премьер-министру, мы такой большой разговор имели, он в данный момент находится на коллегии Министерства нашей индустрии, да, и так далее, там огромное министерство, да, это весь реальный сектор, поэтому, и он просил меня вот эти моменты прям довести. Я поэтому даже чуть-чуть сократила то, что министр написал, где-то, да, все своими словами пересказать. Бірақ қана соны жаңаны келтіргім келді, да, осындай кәдімгі ауыз толтырып айтатын мәселелерді, кәдімгі енді халықтың алдына бетіміз ашып алатын мәселелерді, сондай сияқты. Соған нақты қарауымызды. Құрметті әріптестер, көріп отырғанымыздай, биылғы жылы алдымызда маңызды міндеттер тұр. Министрлік жетекшілік ететін салаларда тиімді мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету тиіс. Жүргізіліп жатқан жұмыс саяси тұрақтылықты сақтауға, халықтың өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын арттыруға, сондай-ақ еліміздің әлемдік қоғамдастықтағы ұстанымын нығайтуға ықпал ететініне біз сенімдеміз. Назарларыңызға рахмет. Спасибо, Владимир Анатольевич. Уважаемые коллеги, подведем итоги заседания, коллеги. Приоритеты и задачи, поставленные перед Министерством юстиции, будут выполнены. В первую очередь, это, конечно, поручение президента, предвыборные программы, положения предвыборной программы и других поручений главы государства. Министерству юстиции необходимо будет обеспечить своевременное исполнение плана законопроектных работ на 2023 год, а также исполнение стратегических и программных документов. Уважаемый Владимир Анатольевич, спасибо вам за участие на заседании коллегии. Уважаемые коллеги,
Министерством юстиции будут приняты соответствующие меры. Мы об этом, как говорится, уже заявили. Алда үлкен және жауапты жұмыс күтіп тұр. Әділет министрлігінің ұжымы қойылған міндеттерді ойдағыдай орындайтынына сенімдімін. Отырыс қорытындысы бойынша барлық тапсырмалар алқа хаттамасына енгізіледі. Алқа жұмысын аяқтаймыз. Рахмет барлықтарыңызға.